Первые 9 резидентов будущей территории опережающего развития получают соответствующие сертификаты из рук вице-премьера Юрия Трутнева. Еще столько же проектов сегодня на стадии подготовки документов. Задача является все-таки не получение бумаги в рамочке. Это, конечно, все здорово, но цель совсем другая. Наша цель, чтобы на территории республики Саха-Якутия возникли новые предприятия. Планируется, что в этом году будет запущено 4 новых производства, еще 5 в следующем. На создание инфраструктуры из федерального, регионального и муниципального бюджетов направлено 210 миллионов рублей. Полпред призвал максимально ускорить процесс строительства. Сейчас очень важный этап, чтобы все вовремя все успели сделать. Мы вообще-то хотим эту площадку в сентябре этого года запустить. Для этого придется поработать и инфраструктуру построить, и энергетику подтащить. Единственная проблема, которая может возникнуть с учетом общей ситуации, когда в некотором роде предприятия могут испытывать определенные сложности в своих инвестициях. С этой точки зрения правительство сегодня получило задание оказать помощь, и такие возможности мы имеем. Свыше миллиарда рублей частных инвестиций должны будут привлечь новые предприятия. По словам вице-премьера, создание якутского ТОРа будет жестко контролироваться. И в последующем такие встречи станут постоянными. Следующее совещание Юрий Трутнев провел уже в здании плавательного бассейна «Челбон». Здесь главной темой для обсуждения стала подготовка к предстоящим 6-м международным спортивным играм «Дети Азии», до начала которых осталось буквально несколько месяцев. Юрий Трутнев положительно оценил проводимую организаторскую работу. В этом году игры отмечают свой 20-летний юбилей. Участие в них уже подтвердили 38 стран. Это абсолютный рекорд за всю историю соревнований. За эти 20 лет международные спортивные игры «Дети Азии» стремительно, надо сказать, развивались. Мы имеем уже системную поддержку со стороны Международного олимпийского комитета. Безусловно, всегда была поддержка президента Российской Федерации. Второй день рабочей поездки заместителя председателя правительства будет не менее насыщенным. В планах обсуждения перспектив энергетики, алмазодобывающей и гранильной промышленности. Дмитрий Макаров, Денис Попов. Вести. Якутск.